Бизнес-акселератор Ингушетии, запущенный на базе Академии цифрового развития, объявляет о начале нового набора на программу роста бизнеса. В рамках этой программы 15 новых команд из Ингушетии получат бесплатное обучение для предпринимателей и руководителей компаний. Этот образовательный кластер был создан предпринимателем и меценатом Микаилом Гуцериевым при поддержке главы региона Махмуда Али Калиматова. Любой желающий предприниматель, прошедший экспертный отбор, может стать участником программы. Программа будет длиться 3 месяца, в течение которых команды будут работать под руководством опытных трекеров-наставников, которые помогут им улучшить свои бизнес-навыки. Участники будут использовать проверенные методики и инструменты для разработки бизнес-плана, определения моделей монетизации, разработки стратегии долгосрочного роста компании, а также презентации своих проектов перед экспертами и инвесторами. На встрече с представителями бизнеса в рамках Восточно-экономического форума вице-премьер, руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко сообщил, что правительство России рассматривает возможность замены плановых проверок бизнеса на обязательные профилактические визиты со стороны надзорных органов. Вице-премьер отметил, что такие визиты будут охватывать все объекты контроля, не относящиеся к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска. С 3 сентября по 5 декабря 2024 года Минэкономразвития России совместно с центрами «Мой бизнес» и маркетплейсом «Ярмарка мастеров» проводит конкурс для ремесленников и представителей креативных индустрий. Участники могут принять участие в различных номинациях по видам ремесел, таких как куклы и игрушки, керамика, украшения, шерсть и кожа, деревянные изделия, роспись и живопись, изделия из ткани, вышивка, декорирование, национальный сувенир. Кроме того, в конкурсе предусмотрены специальные тематические номинации. Например, дизайнеры одежды и обуви с использованием народных мотивов могут участвовать в разделе «Русский стиль». Семейные мастерские могут представить свои изделия в номинации «Дело семейное», а мастера с ограниченными возможностями здоровья в номинации «Инклюзия». Корпорация МСП и Минэкономразвития России совместно с регионами запустили специальную программу развития туризма по поручению президента. В рамках этой программы предприниматели, готовые открывать новые бизнесы на маршрутах туристов, могут изучить потребности в создании сопутствующей инфраструктуры на цифровой платформе msp.rf и подать заявки на реализацию инвестиционных проектов. Министр экономического развития России Максим Решетников на Восточно-экономическом форуме отметил, что развитие туризма требует качественной инфраструктуры, включая точки общепита, гостиничные номера, магазины, расположенные в правильных и востребованных местах. Корпорация МСП и регионы готовы помочь предпринимателям в реализации таких проектов, проведя оценку их параметров, спланировав мероприятия по сопровождению и поддержке, включая подведение инженерной инфраструктуры, получение разрешений на строительство, оформление участков и привлечение необходимого финансирования. В рамках инициативы Минэкономразвития России, Суперджоп Старт и Росмолодежи компании по всей России, размещающие вакансии на позиции стажеров на платформе Суперджоп, смогут нанимать студентов и выпускников вузов и средних специальных учебных заведений. Заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова отметила, что стажировки остаются одним из наиболее удобных форматов трудоустройства для молодых специалистов. В условиях дефицита кадров все больше компаний предпочитают использовать стажировки, что привело к увеличению числа вакансий, включающих этот формат взаимодействия, на 68% в 2024 году по сравнению с предыдущим годом. Партнерская программа «Суперджоп» и Росмолодежи продлевается для вовлечения молодежи в экономику, и за первую волну реализации в 2024 году работодатели получили отклики от 4000 молодых специалистов. Завершаем наш выпуск экономических новостей. Информация о курсе валют на сегодня.